Вот на что еще обратил внимание. Я бы вспомнил ретроспективу прихода нынешней власти, извините за тавтологию, во власть. То есть вот это агрессивное поведение, когда мы с вами помним, перекрывались дороги, штурмовались здания МВД. Значит, в 2014 году вот о договоре, большом договоре, что мы его называем, всячески этому договору пытались противостоять, пытались перекрывать дороги и так далее и тому подобное. Для чего это все нужно было? Плюс, еще раз хочу напомнить, вот ту идеологическую линию, которую нам сегодня преподносит власти. О чем говорят? О том, что мы ни на что не способен, мы народ, что мы не можем решать большие задачи, что мы должны все это отдать, раздать и так далее, и так далее. То есть тихо-тихо, шаг за шагом нас подводили к той ситуации, которую мы имеем сегодня. И это становится уже очевидным для всех. Для тех, кто искренне верил, что с приходом новой власти будут какие-то позитивные изменения, будут реформы, надо сказать, что ни о каких реформах, ни о каких позитивных изменениях даже и близко речи нет. Вот несмотря на все эти процессы, которые происходили, я имею в виду приход во власть и то, как это было сделано, мы со своей стороны, вот лично я, как за себя могу ответить, как и за своих однопартийцев, как лидер форума, принял участие в, значит, так называемом вот этом совете, который была такая первая, скажем так, попытка создать некую дискуссионную площадку. Чем она закончилась, мы все с вами хорошо знаем. Пришли, поговорили и разошлись. Это вот на тему... Получается так, на тему «Слушай мой приказ», за которым ничего дальше не последовало. Несмотря на все это, и чувствуя за собой большую ответственность как политиков, тем более присутствующие здесь люди в политике не новички, имеют за плечами огромный опыт политической работы и практической работы, мы еще раз, не оставляя попытки, значит, внести стабильность, внести ясность, мы хотим и действуем, исходя из этих соображений. Здесь и сегодня вопрос Пицунды, вы понимаете, это как некий результат, в кавычках, работы власти. За Пицундой, как нам уже озвучили, как сказали коллеги здесь, как нам озвучил тот же посол, и единичные политики в России, стоят на очереди другие вопросы. Я бы особо подчеркнул, что самым тяжелым вопросом, с которым мы столкнемся, это вовлечение нашей с вами земли в объект, в куплю-продажу. То есть, это, считайте, мы войдем в такую ситуацию, за чертой которой это просто трудно сказать, что получится. Точнее, даже не трудно сказать, а с ужасом можно представить, что за этим последует. И знаете, вот неверие в свой народ, я вам приведу один такой момент. Если бы в 1992 году Владислав Григорьевич Ардзинба не верил бы в свой народ, не верил бы в победу, я бы посмотрел бы, как сегодня тот же президент Республики Абхазия был бы президентом этой страны. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вот такая идеология, она ни к чему хорошему не приведет. Это приведет к тому, что, и уже привело к тому, что народ не верит своей власти, власть не верит народ. То есть это стало очевидным и обоюдным. Хотя многие пытаются здесь говорить о том, что о каком народе вы говорите и так далее и тому подобное. Да вы посмотрите, пожалуйста, вы посмотрите везде, куда ни придешь, где бы ни было сегодня какое-либо мероприятие, разговоры все крутятся вокруг этой проблематики. И если сегодня наши с вами люди не вышли на многотысячный митинг
по поводу поднятия цен на бензин или по поводу других каких-то вещей, это не означает, что люди будут молчать. Мы еще раз говорим о том, что мы не хотим развития такого сценария. И поэтому то, что предлагается сегодня, вот этот документ, он должен рассматриваться серьезно, а не для того, чтобы очередной раз отмахнуться от него, затянуть время, так скажем, да, и привести к тому, к чему они хотят привести. Я не хочу здесь углубляться и в другую историю. Историю ту, которую пытаются нам навязывать. Вы знаете, любая страна, независимо от размера, имеет свои интересы. Абхазия в своих интересах, она будет последовательно и четко отстаивать эти интересы. В чем заключаются наши интересы? Они четко и ясно прописаны в основном в законе, в Конституции Республики Абхазия. И если кто-то еще и не понял, что за этим следует, за нарушением Конституции Республики Абхазия вообще-то следует уголовное преследование.